День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О главных из них и не только расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Павел Танин, и вот о чем сегодня поговорим. Первые зимние наши. Сегодня в Южно-Сахалинске стартовали спортивные игры «Дети Азии». Спортсменов и гостей всю неделю ожидают жаркие баталии, интересные акции и концерты, а официальные лица говорят о сотрудничестве регионов и не только в вопросах спорта. Рассказать о своих проблемах напрямую. В Якутии начались традиционные отчеты правительства региона перед населением. У якутян есть возможность рассказать о том, что волнует их в первую очередь, а руководство республики может лучше понять, как улучшить качество жизни в регионе. Локальные проблемы должны решать власти на местах. В Ленске жители опасаются за свое жилье. Девятиэтажный дом дал трещину, температурный режим в квартирах снижен. На днях ситуацией ознакомился инспектор жилищного надзора. Возобновить некогда прибыльную отрасль. В Якутии действует лишь 6 звероферм. Правительство Якутии намерено возродить и развивать этот вид деятельности. Что для этого делают местные власти и с какими проблемами сталкиваются зверофермерские хозяйства? Первым делом самолеты. Сегодня в России отмечают День гражданской авиации. От кого сегодня зависит качество, а главное безопасность полетов. Об истории авиации в Якутии расскажет наш корреспондент. Впервые в кинотеатре в марте на большие экраны Якутии выйдет фильм для всей семьи. Картина снята в жанре фэнтези по мотивам известной якутской сказки. Итак, конец недели ознаменовался крупным международным событием. Не в Якутии как таковой, но с Якутией мероприятия непосредственно связаны. Это первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». По праву игры давно можно назвать Олимпиадой для детей. Сильно углубляться в историю соревнований не будем. Скажем главное, что проведение игр инициировал первый президент республики Михаил Николаев. И с 1996 года под патронатом Международного олимпийского комитета каждые 4 года проводятся летние игры, охватывающие весь азиатский континент. А в 2016 году тогда еще глава Якутии Егор Борисов на церемонии закрытия летних игр озвучил, что и зимним соревнованием быть. И вот спустя 2 с небольшим года первые зимние игры начались. И в ближайшие минуты мы расскажем и о самой церемонии открытия, и о сборных зарубежных стран, и о вариантах сотрудничества, о которых говорят между собой официальные лица. И, к слову, о сотрудничестве. Якутия и Сахалинская область подписали соглашение. Подписи под документом поставили представители 2 регионов сегодня. Правительство намеревается сотрудничать в торговой, экономической, научно-технической и культурной сферах. Также председатели правительств регионов подписали протокол совместных действий до 2023 года. Стороны планируют обмениваться информацией и опытом работы в области инвестиционной деятельности, включая вопросы реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства и улучшения инвестиционного климата, организации взаимодействия органов государственной власти с российскими и иностранными институтами развития. Согласно протоколу, сотрудничество затронет агропромышленный, промышленный и топливоэнергетический, а также транспортный комплекс. Отдельно предусмотрена работа по развитию предпринимательства, строительства и архитектуры. Надо сказать, что не первое, а соглашение у нас действует с 1977 года. Сахалинская область – один из наиболее давних партнеров Республики Саха-Якутия. И мы уверены, что сейчас, пользуясь поводом того, что на играх «Дети Азии» большая делегация у нас, мы сможем наметить новые направления, новые пути, по которым будем расширять сотрудничество. Мы знаем, что Сахалинская область – одна из жемчужин Дальнего Востока. Здесь находится лучший на Дальнем Востоке горнолыжный курорт. Летом привлекают природа, рыбалка, экологический туризм. Ну и мы также знаем, что Саха-Якутия также один из лидеров по экологическому туризму. Я уверен, что в перспективе за счет расширения транспортной доступности мы сможем и повысить доступность наших регионов для жителей. Открытие игр прошло сегодня в Южно-Сахалинске. К нему мы еще вернемся, расскажем чуть подробнее. И на церемонии открытия вице-премьер России Ольга Голодец озвучила поздравительное послание президента России Владимира Путина. Эти масштабные представительные соревнования выполняют важную и ответственную миссию, содействуют продвижению и популяризации ценностей олимпизма, развитию детского и юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Уверен, что для юных участников игры станут настоящим праздником, позволят продемонстрировать свои способности, волевой характер и победный настрой.
приобщиться к миру большого спорта и, конечно, подарят всем присутствующим радостные и незабываемые впечатления. Ну и поговорим непосредственно о самих соревнованиях. Сегодня в Южно-Сахалинске температура воздуха опустилась ниже 30 градусов со знаком минус. И на пресс-конференции в преддверии открытия временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил надежду на то, что, несмотря на мороз, все соревнования и мероприятия пройдут в комфортных условиях. Об этом, к слову, заранее позаботились организаторы игр. Для участников и волонтеров разработали специальную форму, устойчивую к морозам. Мы беспокоились о том, что разработана специальная одежда, которая может, скажем так, согревать в течение мероприятия всех участников, спортсменов, тренеров, судей, волонтеров. Вы, наверное, обратили внимание, что это очень симпатичная одежда, и она станет одним из символов нашего мероприятия. Тем, кто будет сегодня на открытии, будут предложены пледы, горячий сладкий чай и тепло сахалинских жителей. И по случаю открытия игр временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, министр спорта России Павел Колобков и заместитель председателя правительства России Ольга Голодец совершили горнолыжный спуск. А после спуска они пообщались с ребятами из горнолыжной школы. Говоря про соревнования, мы в первую очередь, конечно, говорим о спортсменах. Все команды прибыли в Южно-Сахалинске, и кто-то из них вообще впервые увидел снег. Поэтому приехали они за пару недель до стартов, и, понятно, требуется время, чтобы освоиться в совершенно непривычном климате. Одними из первых на остров приземлились самолеты с командами Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Филиппин, Непала. Как они привыкли к климату и готовы ли побеждать в непривычных климатических условиях, знает Саргалана Захарова. Вместо палящего южного солнца морозный ветер в лицо, вместо легких футболок теплые куртки. Непальская делегация прибыла в Южно-Сахалинск еще 5 января. За месяц успели адаптироваться к суровому климату и не только. Юные спортсмены впервые увидели снег, лыжи тоже в новинку. Чтобы принять участие в гонках, они начали усердно тренироваться. Будучи на тренировке с ребятами, я видел, как они пытались спускаться со спуска, и, естественно, лыжи в разные стороны разъезжались, они не понимали вообще, что с ними происходит. Вот, а одного парня мы доставали из ливневочки, вот, но как бы они со временем обретали уверенность. Удержаться на лыжах, да еще и преодолевать длинные дистанции, спуски и подъемы для неопытного человека довольно сложно. Но тем и прекрасны международные игры «Дети Азии». Ведь они еще раз доказывают, что спортом могут заниматься кто угодно и где угодно. Абхишек в родном Непале занимается футболом, бегом и танцами. Лыжи даются ему нелегко. Спортсмен признается, первое время очень нервничал, боялся. Выступать новичку придется наравне с опытными лыжниками. Меж тем прогресс очевиден. Я очень нервничал сперва, потому что это большие соревнования. Но сейчас я уже успокоился. Мои навыки стали лучше. Я уже хорошо езжу на лыжах. Про наши морозы юноша был наслышан. Теплой личной одеждой помогли команде спонсора еще дома. Экипировку, лыжи, куртки и перчатки обеспечили организаторы игр по приезду. В лыжных гонках Непал представят 3 мальчика и 2 девушки. В личном зачете им предстоит преодолеть по 5 и 3 километра соответственно. На эстафете 10 километров. На отдых времени у команд нет. Прилет, размещение, процедура аккредитации. Далее знакомство со спортивными объектами и тренировки. При этом еще нужно справиться с акклиматизацией и влиться в насыщенный график соревнований всего за пару дней. Что касается разницы в климате, то я просто стараюсь одеваться теплее, насколько это возможно. А по времени стараюсь не спать в середине дня. Нужно сразу подстраиваться под временную зону и ложиться спать, как все. Разница во времени с моим городом на Сахалине 16 часов. Методы разные. Одни сразу вливаются в график, другие предпочитают первый день посвятить сну. Но не более, ведь решающие соревнования уже скоро. Горнолыжники из Таджикистана носом не клюют. Пока на родине земляки только просыпаются, на Сахалине таджикские спортсмены уже вовсю покоряют горные склоны. Погодой ребят не удивить. Живя в высокогорье, привыкли к сильным ветрам и минусовым температурам. Постоянное место жительства наших спортсменов – это 3000 метров над уровнем моря. То есть наша база находится 2500–3500 метров над уровнем моря.
У нас в горах то же самое, вот ветрено и до минус 20 доходит иногда. Для многих спортсменов вокруг все ново. Настоящий снег и морозы, северное солнце и переменчивая погода. Но ни на разницу в климате, ни на временную пропасть между странами сетовать ребятам некогда. Впереди новые открытия и триумфальные победы. Саргалана Захарова, Семен Афанасьев, Дети Азии, Сахалин. Ну и продолжаем говорить про международные игры «Дети Азии». Уже сегодня до официальной церемонии открытия игр разыграли первые комплекты медалей. Скоростью и выносливостью мерились спортсмены в шорт-треке на дистанции 1,5 километра. Эта гонка в первую очередь соревнование на выносливость, поскольку четвертьфинал, полуфинал и финал проходят в один день. И от спортсменов требуется много сил, чтобы сохранять свежесть при трехкратном прохождении дистанции в 13,5 кругов. И по результатам забегов среди мужчин и среди женщин оба комплекта медалей завоевали шорт-трекисты из Южной Кореи. Сразу после забегов прошла цветочная церемония, а сами медали победителям вручат на главной площади города в конце дня. И, конечно же, главным событием сегодняшнего дня стала официальная церемония открытия. Она прошла в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак». Прямую трансляцию церемонии вы могли видеть на нашем канале. И в церемонии задействовали несколько сотен волонтеров. Прошел и традиционный выход сборных на арену. Но главным же событием церемонии стало зажжение огня первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». На самом деле часть всего шоу, всей, вот, собственно, и салют уже. Международные спортивные игры «Дети Азии» объявляю открытыми! Спасибо Богу за все, что мне сегодня дал. И пусть моя семья все реже собирается, я знаю точно, они все так же улыбаются. И пусть бывает туго, я знаю, нужно поднажать, собрать весь мусор, негатив, кулак его зажать и двигаться, чтобы узнать, что по ту сторону моста я только начал. Следующий пидстоп мечта. Вот так стартовала фактически детская олимпиада по зимним видам спорта. И в течение недели за результатами, за успехами спортсменов мы будем следить вместе с вами. На нашем канале будут выходить дневники игр. Ну а прямо сейчас мы уходим на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим говорить о главных событиях недели. Оставайтесь с нами. Якутия день за днем. В эфире мы продолжаем говорить о главных событиях недели, произошедших в Якутии и не только. 4 февраля в республике начались традиционные отчеты правительства. Руководство региона отчитывается о проделанной работе в прошлом году, и оно отчитывается непосредственно перед населением региона. И это уникальная возможность, когда простые граждане могут задать наболевшие вопросы, а представители властей в непосредственном общении с людьми могут понять, как можно сделать жизнь в регионе или в отдельно взятом районе лучше. Но, в принципе, проблемы везде одни и те же. Иногда они кочуют из года в год. Например, в Алданском районе вопросы остались прежними и, в первую очередь, коммунальными. Подробности далее. Отчеты правительства республики перед населением Алданского района вызвали на этот раз неподдельный интерес. Однако вопросы к новым лицам из министерств и ведомств остались прежними. И, в первую очередь, это коммунальная тема. У нас в классе 8-9 градусов. То есть стоят обогреватели, дети мерзнут. Как решить эту проблему уже второй год? В этом году в поселковой школе запланирован капитальный ремонт, и проблема наверняка будет решена. Стоит отметить, что этот отопительный сезон проходит без особых проблем, однако точечные жалобы от населения поступают. Если смотреть по динамике с прошлым годом, в Алданском районе потеплело. В отношении ЖКХ в прошлом году и в предшествующие годы очень сильно жаловались на температуру в помещениях. Сейчас, собирая во время этого отчета залы полные людей, вопросов, связанных с замерзанием, значительно меньше. Но они есть. И эту работу необходимо продолжать. Не упустили возможность высказать правительству претензии на условия труда сотрудники администрации поселка Ленинский. Учреждение располагается в цокольном помещении, где постоянно сырость, черная плесень и спертый воздух. Условия труда не позволяют комфортно работать, потому что у нас низкие температуры, плесень, весной были паводки, проветривание
открываем форточку буквально 10 минут и опять, да. Также у нас здесь находятся кассы ЖКХ, Сбербанк, мои документы приезжают, люди, да, почта, люди заходят и все жалуются на запах. Вы представляете, мы здесь сидим 8-часовой рабочий день, да, это очень сложно. В плане того, что к вечеру головные боли, аллергические реакции у людей, постоянные простуды, больничные и все такое. Вот. Вопрос не совсем к правительству республики, но его взяли на карандаш. Вообще проблема износа зданий, сооружений и жилфонда в Алданском районе – тема номер один. Одним из самых крупных районов, которые в эту программу входят, это Алданский район. То есть здесь, по сути, город Алдан придется на больше, чем наполовину, ну, в общем-то, перестраивать заново, строить заново. И, естественно, все эти объемы также разнесены на какое-то количество лет, но я могу вам совершенно уверенно сказать, что в 2019 году программа уже не просто будет раскачиваться, что мы называем, а будет реальные семьи, реальные дома будут уже переселены. Кроме отчетов, члены правительства провели личный прием граждан в каждом населенном пункте. Здесь люди ожидали конкретные персональные ответы. Кроме текущих тем, звучали и вопросы с бородой. Например, закрытие села Икакут и переселение проживающих там десятка семей. Впрочем, потихоньку, но работа в данном направлении ведется. Пока же острая проблема – аварийный мост, соединяющий поселок с цивилизацией. Подвижки идут, про нас не забывают, слава богу, потому что как бы уже знают все нашу проблему. А проблема эта большая, это мост, который находится в аварийном состоянии. Строить его большая как бы сумма выходит, поэтому двигаемся в направлении все-таки закрытия села. Ну, в данный момент работаем по фактически проживающим жителям. В целом диалоги с властью прошли в продуктивном ключе. Представители министерств и ведомств постарались донести до людей основную мысль, что все социальные обязательства республика выполняет и будет выполнять, несмотря на возникающие сложности. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, поселок Ленинский, село Икакут, город Алдан. Но если во время отчетов правительства жители озвучивают вопросы, которые волнуют всех, то говорить о проблемах совсем локальных, одного дома или одного человека на таких встречах не всегда удается, да и не особо целесообразно. Ими, по сути, должны заниматься власти на местах. К примеру, ситуация в Ленске. Ленчане всерьез обеспокоены своими жилищными условиями, и с проблемами они стучатся во все инстанции. На днях в город прибыл инспектор жилищного надзора, и осмотреть самые проблемные дома отправилась и наш корреспондент Анна Кожевникова. Жители дома 19 на проспекте Строителей микрорайона Северный не могут жить в своих квартирах. У них под полом вода, по предварительным обследованиям, грунтовая. Рядом бежит родник. Глобальная проблема стала с октября 2018 года. Сотрудники управляющей компании «Градсервис» ежедневно посещают этот дом для устранения неполадок, но вода снова наполняет подпол. У Елизаветы Олесовой двое маленьких детей. Она вынуждена была выехать из собственной квартиры, как и ее соседи. Благодаря этому можно заработать туберкулез и все возможные, так скажем, заболевания, болезни. Двухоски, это то есть от сырости, от грибка идут противные существа. Мошки, дом ведет, то есть также упали полы. В связи с тем, что вода стоит, упали полы черновые, балки, то есть один настил полов, то есть теперь я вынуждена здесь еще не жить из-за того, что старший ребенок может пройтись и под пол. Ну и маленький также поползет, и все насекомых будут собирать. То есть это... Плесень, запах канализации, сырость и сгнившие полы. Соседка и вовсе не могла открыть дверь в свою квартиру после длительного отсутствия. Я мастера вызывала, 1500 отдала. Вот, но и вот все равно вот она опять проседает, вот опять вот так вот дверь стоит. Ну я ж не могу по 1500 каждую 2 недели отдавать. Это надо теперь менять, а дверь стоит, не меньше 17 тысяч. А в соседнем подъезде под полом замерзшая вода. Инспектор Государственного строительного жилищного надзора Республики Саха-Якутия, прибывшая из Иркутска накануне, осмотрела все проблемные люки и зафиксировала неполадки. Таких жалоб у нее 13. В основном предписания исполняются, да? И если при неисполнении составляется протокол об административном правонарушении части 24 статьи 19.5 и выдача повторного предписания получается до окончательного исполнения. В 9-этажном доме номер 23А по улице Аюнского в декабре 2017 года жители обнаружили 2 трещины вдоль подъездной стены внутри и во всю высоту торцевой части дома снаружи. Жители дома не раз писали письма в управляющую компанию. Ну вот уже зима,
Опять я писал им письмо, опять входящий есть. Но мне последовал ответ от Макарова, что о проблеме известно в администрации, но они ничего пока не делают, ждут, готовят какое-то письмо, чтобы комиссия пришла. Страшно жить. Ну, конечно. Вот недавно еще про Магнитогорск показали, как дом сложился. А у нас вот техника ездит, спецтехника снег чистит. Ну и в доме все дребезжит. Может, из-за этого тоже трещина расходится. А в этот дом по улице Новосибирская, 15, микрорайона Алроса инспектор не приехал, но проблем у его жильцов не меньше. В доме номер 15 по улице Новосибирская, микрорайона Алроса, жители утепляются как могут. Например, устанавливают дополнительные двери, чтобы совсем не замерзнуть. В пуховиках читают книги не потому, что забежали в библиотеку на 5 минут, а потому что холодно. Термометр показывает 12 градусов. Жильцы этого дома по Новосибирской, 15, можно сказать, не раздеваются, возвращаясь с улицы. Мороз на улице сменился метелью, а в их квартирах, даже не угловых, разгуливает ветер, от стен несет ледяным холодом. Вот так вот мы каждую зиму мерзнем. Чуть маленько за 30, все, дома невыносимо холодно, ветерок, камин. Ходим вот. Холодные батареи, неоднократные наши обращения, они, приходит слесарь, крутанется, разворачивается и уходит. Звонишь, они говорят, мы вам прислали слесаря, должны были все здесь сделать. Ну, батареи забиты, не работает обратка. Вот в нашем коридоре 2 батареи не работает, а в самом подъезде батарея снята уже 4-й год, нам 4-й год и обещают поставить, так они ставят. То есть они не могут изыскать средства. Как рассказали в управляющей компании «Диалог», об этой ситуации знают. Все, что от них зависит, делают. Но проблема не в плохой обратке или отсутствии батарей, а в прохудившихся стенах, полах и крышах этого дома. Ремонт общедомового имущества, именно полы, утепление, это тоже собственники должны собрать собрание и сами решить, что им нужно. За свой счет, да. Если капитальный ремонт, значит, капитальный ремонт у них запланирован фондом капитального ремонта на август 1936 года. Дома с вышедшим сроком годности, так называют свое жилье собственники квартир. После наводнения 2001 года им было выдано временное жилье сроком на 5 лет по типу общежития в построенных наспех и железобетонных каркасных конструкций домах. Но прошло уже 18 лет. По документам дом числится деревянным. Сейчас жители подали заявление на признание его металлокаркасным и ждут ответа из Якутска. Мы будем наблюдать за дальнейшим развитием событий и разрешением этой проблемы. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Еще в одном микрорайоне, но уже Якутска, дома отрезаны от города. Имеется в виду инфраструктурно. Жители вынуждены каждый день преодолевать более 5 километров до ближайшей остановки. А все проблемы вышли из-за недоразумения. Участки раньше находились в собственности сельхозкооператива, а уже после их начали продавать. Люди, купившие относительно недорогие участки в черте города, были уверены, совершили выгодную покупку. Ошиблись, причем сильно. В ситуации разбиралась Сусанна Рожина. Дороги нас всю зиму заметают. Нам трудно идти с детьми на улицу в мороз 50 градусов, до школы, до детских садов. У нас машина маленькая, мы застреваем. И приходится пешком до поста ГАИ 5 километров идти пешком. Многодетная семья Ивановых живет в ЖСПК Тускул с 2016 года. За это время к участкам еще не проведен газ, нет дорог и остановок. Алена сидит по уходу за 4-м ребенком. Муж целый день на работе. И ей самой приходится следить за домом, топить печку углем и дровами. Бросила грудное кормление ребенка, потому что приходится постоянно печку топить, и чтобы люди дома постоянно были. И хотелось бы, чтобы у нас был газ. Несмотря на то, что дом топят несколько раз в день, внутри все равно холодно. Температура редко поднимается выше 20 градусов. К тому же уголь не всегда бывает нужного качества. А самое главное, бьет по карману многодетной семьи. Уголь мы покупаем, в объявлениях смотрим, покупаем. Участных. Это 8 тысяч, маленькая машина получается, да, и дрова тоже маленькая, 7 тысяч получается. Это для многодетной семьи очень трудно.
В новом жилом секторе круглогодично проживает более 50 семей, а в летнее время намного больше. Участки застраиваются и жителей становится больше. В прошлые годы люди сами своими силами содержали дорогу, чистили, так как в городском бюджете на это денег не предусмотрено. Ближайшая остановка — это пост ГАИ, это значит отсюда от ближайшей семьи, это получается 5 километров. И также обратном пути ближайшая остановка — это 3 Лимона. По желанию, конечно, остановка вдоль трассы и ближе к нашему району. На прошлой неделе представители ЖСПК обратились со своей проблемой по обустройству остановки в мэрию и управление республиканских дорог. Принято решение включить федеральную программу по безопасным и качественным дорогам оборудование на этом участке 4 остановок и освещения. Работы это должны у нас производиться 2021 и 2022 год. Но именно по вопросу Тускула, это у нас первый этап, в 2021 году пройдут работу с поста ГАИ до села Владимировка. Если ближайшую остановку жителям этого микрорайона придется ждать 2 года, то проведение газа и линии электропередач и вовсе до 2025 года. У муниципалитета на обеспечение инфраструктурой этих участков средств пока нет. Мы в ближайшие годы предусматриваем средства только на земельные участки, выделенные многодетным семьям. Поэтому вот в ближайшие до 2025 года, к сожалению, инфраструктура Покровского тракта 10 и 15 километр, она не учтена в нашей программе. После 2025 года у нас, согласно муниципальной программе, там предусмотрено газоснабжение. При этом участки, выделенные многодетным семьям, еще не застроены. А в микрорайоне Тускул также проживают немало многодетных семей, которые приобрели участки за свой счет и теперь вынуждены жить без света и газа. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Семен Семенов, Якутия, день за днем. Сейчас снова небольшая реклама, после нее вернемся и продолжим. Продолжаем наш эфир. Для тех, кто только включился, напомню, это итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы говорим о главных событиях недели, произошедших в Якутии и за ее пределах. Когда начнутся ремонтные работы дороги Анабар? Как будут летать рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга во время реконструкции аэропорта в Якутске? И какие решения приняло правительство совместно с компанией «Алроса» по поводу закрытия отделений совхоза «Новый»? Обо всем этом в репортаже Марферины Алексеевой. Жители Алмазного края задавали разные вопросы. Основные из них касались проблем социально-экономического характера, которые могут быть решены только на республиканском уровне. Например, угроза транспортной блокады северной части района из-за аварийных мостовых переходов. Черномырский мост, он в таком состоянии уже очень давно. Ну, ближайшие 5 лет это точно. Состояние, скажем, очень плохое. Сейчас там сделали объезд, который периодически тоже размывает. Если потеплеет, это так мы представляем. Я думаю, за 2 дня его просто там уже не будет, этого объезда. Скажем так, туда едем, назад едем и думаем, что можем уже не проехать. Мы в этом году предусмотрели 10 миллионов рублей, будет устанавливаться САРМ. Более того, с учетом участия республики в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на дорогу Анабар за 6 лет будет выделено 1 300 000 000 рублей. На данный момент жители села Тасурях, Аралах и Сюльдюкар беспокоит закрытие отделений совхоза «Новый», так как в них было трудоустроено много семей, среди которых имеются многодетные и молодые семьи. Есть перечень поручений в адрес правительства республики о создании рабочей группы, которая до 27 марта должна внести предложение. Провели совещание, собрались с теми работниками отделения, которые уже получили уведомление о сокращении. Договорились о том, что будем создавать хозяйство потребительский кооператив на базе имеющихся предпринимателей. Во вторник приедут 2 специалиста от Мессихоза, будем оформлять именно все это в документационном плане. Из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Якутска с весны по осень 2020 года рейсы в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться транзитом через Нерюнгри-Мирный и, возможно, аэропорт Полярный. По этому поводу также прошло совещание с участием представителей авиакомпании «Алроса», Мирнинского авиапредприятия, аэропортов Севера и авиакомпании «Якутия».
сдержать рост стоимости авиабилетов. Это первое. Второе, это все-таки все желающие должны улететь. Хотя, конечно, это будет достаточно сложно организовать. Придется там перевозить пассажиров на бомбардире Ан-24. И уже с тех аэропортов, которые я озвучила, будут прилетать уже в Москву и Санкт-Петербург. Глава Мирнинского района, города и главы всех поселений района озвучили проблемные вопросы, поступившие в ходе отчета правительства. Обсудили пути их решения, обозначили план мероприятий социально-экономического развития до 2020 года. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Социальное предпринимательство – относительно новый вид бизнеса для Якутии. Сегодня желающих заниматься специализированными видами услуг все больше и больше, но и подводных камней в этом деле немало. Один из них – не до конца проработанная нормативно-правовая база. Напомню, в конце прошлого года правительство России одобрило законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства. Сегодня документ направлен на рассмотрение в Государственную Думу России. Принятие законопроекта позволит оказывать адресную государственную поддержку социальным предприятиям. С какими сложностями сталкиваются якутские предприниматели, сегодня узнавала Ульяна Шагина. Утро Алексея Яковлева начинается с развозки пациентов-диализников. Диспетчер принимает заказ, потом водители приезжают на адрес, где с помощью носилок загружают больного в машину и увозят его в больницу. Рабочий час у нас начинается с 7 утра. С января месяца мы начали работать с диализными больными. Первую смену в 7 утра начинаем доставлять как раз в диализные центры. Далее уже по больницам. Выписка из больницы и так далее. Ольга Борщевская сегодня привезла свою 80-летнюю бабушку на рентген. У нее перелом таза. О том, что есть специальное такси, которое перевозит лежачих больных, подсказали в станции скорой помощи. Говорит, очень удобно. Пользуются часто. Ездят не только по больницам, но и смогли добраться к родственникам, чтобы бабушка встретила Новый год в кругу семьи. Ребята очень такие отзывчивые, молодцы. Всегда подождут, всегда помогут, оденут, что надо. Нету такого, чтобы они торопились там или подгоняли. Предоставлением специализированного такси Алексей занимается с 2016 года. В службе 2 машины – носильщики и диспетчер, который принимает заказы. В день приходится возить до 10 человек. Работа тяжелая, признается он, но нужная. Конкурентов нет. Кроме диализников возят и лежачих больных. У нас носилки-каталка, которая спускается, и, соответственно, совок носилки. Вот. Обязательно крепится на ремни безопасности. Это для перевозки лежачих больных специально. А для сидячих у нас есть вот специальное кресло-каталка. В Якутске очень остро стоит вопрос нехватки пандусов не только в жилых домах, но и в общественных. Для неходячих людей это настоящая проблема. Не имея возможности выйти на улицу, они годами сидят в заточении, и спецтакси в этом смысле для них становится настоящим спасением. Евгению Березневу 67 лет. В 2017 году после ампутации ноги без специального такси никуда не может выехать. А ему трижды в неделю необходимо ездить в диализный центр. Ситуация усугубляется тем, что квартира находится на 9-м этаже. Лифт есть, но обычная коляска не помещается. Выручает коляска спецтакси. В доме инвалида также нет пандуса. Много лет он пытался добиться от администрации столицы решения этого вопроса. Не получилось. Нам объяснили так, что денег нет на пандус, и в этом доме пандус бесполезно делать. Я пытался обменять квартиру, чтобы найти, доступно выезжать на коляске с квартиры. Бесполезно было. И только благодаря этой услуге мы, так сказать, живем. По-другому невозможно. Сегодня в Якутии социальным бизнесом занимаются более 1000 человек. С 2015 года для них работает государственная поддержка в виде субсидий. За 3 года ею воспользовалось более 56 предпринимателей на сумму порядка 140 миллионов рублей. Субсидии предоставляет Центр поддержки предпринимательства. Если предприниматель в сфере социального предпринимательства имеет сейчас какие-либо расходы, он может субсидировать часть расходов на основании этих расходных документов. Субсидируется 85% от возмещенных затрат, но не более 500 тысяч. Новый закон о социальном предпринимательстве должен помочь им в решении многих проблем и, наконец, законодательно определить их статус. Если мы выделяем наиболее приближенные к социальному предпринимательству виды деятельности,
такие как образование, здравоохранение, предоставление социальных услуг и предоставление услуг в сфере спорта и отдыха, то можно сказать, что таких предпринимателей у нас в республике всего 3% от общего числа предпринимателей. То есть чуть более 1000 человек сегодня занимаются таким бизнесом. Цифры не впечатляют. Тем не менее, количество социальных предпринимателей все же растет. И это радует. Ведь помимо их основной задачи – помощи нуждающимся, они формируют новый позитивный образ современного предпринимателя. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. В правительстве Якутии хотят возобновить некогда прибыльную отрасль – клеточное звероводство. Ранее наш регион славился своими зверофермами. Так, в 1960 году из 166 колхозов республики 160 занимали звероводством. Тогда фермеры даже выработали собственную технологию разведения пушных зверей в суровых условиях севера. И тогда же почти вдвое увеличилась сдача ценного меха государству. И на сегодня на территории республики действует лишь 6 звероферм. Правительство Якутии намерено возобновить и развить этот вид деятельности, главной целью которого является увеличение производства высококачественной пушной продукции. Что для этого делается и с какими проблемами сегодня сталкиваются зверофермы, расскажет Дмитрий Тымыров. В 20 минутах от города Покровска расположилось зверофермерское хозяйство Хангаласского района. Сегодня здесь звероводы занимаются разведением серебристо-черной лисы. Если раньше здесь в советское время содержалось около 4000 серебристо-черной лисы, то сегодня основное поголовье составляет 1500. В советское время здесь работали 9 бригад. В каждой бригаде было по 800 голов животных. Доходило до 4000 маточного поголовья. Тогда в государство сдавали 10-12 тысяч шкур пушного зверя. Сегодня фермеры сдают в разы меньше, однако радует, что в последнее время число сдачи так называемого мягкого золота медленно, но все же увеличивается. Так, в 2017 году было сдано 1700 шкурок, а в прошлом году уже 2300. Вместе с тем работники отмечают, чтобы хозяйство развивалось, необходимо решить ряд существенных проблем. Самая основная на сегодня – нехватка рабочей силы. Нам не хватает работников. Если была бы рабочая сила, то мы бы расширились. Молодежь к нам не идет. У нас ведь здесь работа полностью ручная. Здесь сейчас остались мы, люди, которые раньше работали, а мы-то уже пенсионеры. Также остро проблема стоит и с кормами для животных, ведь чернобурка особенно придирчива в еде. Спасает одно – господдержка. В последние годы существенно увеличилась сумма средств, выделяемых зверохозяйствам. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства Республики Саха-Якутия в развитии отрасли звероводства на сегодня предусматривается субсидия на финансовое обеспечение части затрат на приобретение кормов, на приобретение поголовья зверей и на техническую модернизацию, ремонт, строительство. Ну и всего в республике ежегодно предусматривается из государственного бюджета около 25 миллионов рублей на отрасль. Звероводство – работа не из легких. Сегодня в Покровской звероферме трудится порядка 20 человек. В эти дни у животных начался период весеннего гона, и звероводы уделяют этому процессу особое внимание. Вот у меня сачок в руках, да? Мы во время гона самку ловим, например, самку ловим и несем к самцу спаривать. И они у нас там покрываются. Ощенение у них получается, по датам мы пишем, например, она у меня покрылась сегодня самка 7 февраля, и щенение будет 31 марта. Эти даты где-то здесь вы уже указываете? Тут дата покрытия, число, дата щенения, число и сколько щенков количество. Несмотря на множество проблем, Покровская звероферма, тем не менее, считается одним из самых крупных звероводческих хозяйств Якутии на сегодняшний день. Именно здесь содержится 65% основного поголовья серебристо-черных лисиц республики. В правительстве решили, основной упор будет сделан на развитие 2 звероводческих хозяйств – Хангаласского и Нерюнгринского районов. В рамках поступательного развития
отрасли клеточного звероводства поставлена задача по формированию базовых хозяйств в Республике Саха-Якутия. Это будет общество с ограниченной ответственностью Покровская звероферма в Хангаласском районе и муниципальное унитарное предприятие «Золотинка» в Нерюнгинском районе. Ну и в остальных звероводческих хозяйствах все равно также будет поступать государственная поддержка. И вот уже 13 февраля запланировано открытие новой звероводческой площадки в МУП «Золотинка». Здесь в течение прошлого года были проведены работы по отсыпке территории, возведены новые клетки на 310 посадочных мест. Из них 250 для серебристо-черных лисиц и 60 для соболей. В рамках открытия обновленной зверофермы пройдет региональный научно-практический форум «Опыт и перспектива звероводческих хозяйств» с участием представителей всех звероферм Якутии, а также гостей из Тверской области и Республики Тыва. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. И снова короткая реклама, после нее продолжим. Это Якутия день за днем. Поговорим о главных событиях недели и не только. Мы продолжаем. Сегодня в России отмечают День гражданской авиации. Именно в этот день, в 1923 году, Совет труда и обороны Советского Союза принял постановление об организации Совета по гражданской авиации, и в нашей стране появился воздушный флот. Появилась структура, которая обеспечивала перевозку пассажиров, почты и грузов. Об истории и людях расскажет Александр Зубехин. В далеких 30-х годах окончил учебу и вернулся в родной Северный край. Первый дипломированный пилот из якутов Валерий Ильич Кузьмин. Он перегонял американские самолеты, осваивал новые типы летных машин. Под его руководством заменили устаревшую технику на современные по тем временам турбовинтовые и турбореактивные лайнеры. Внучатый племянник легендарного летчика Георгий Кузьмин пошел по его стопам. Это вертолет Ми-8, модификация МТВ. Выполняю на нем санитарные задания, поисково-спасательные работы. Также в нем можно перевести 26 пассажиров, это в транспортном варианте, а так 21-22 пассажира. Также на борту производятся необходимые операции. Начал карьеру вторым пилотом в селе Маган. Тогда ему было 20 лет. А дальше работал в Среднеколымске, Батагае, Тиксе и Нюрбе. Налетал более 1000 часов. И время пришло. Совет выбрал Георгия на должность командира. И снова учеба и подготовка. А дальше первый полет уже в качестве командира в поселок Сангар. Конечно же, было как-то немного волнительно это все, так как, когда посмотришь справа, что у тебя инструктора нет, а второй пилот и бортмеханик. Ну, потом как-то уже с каждым полетом привыкаешь и уже начинаешь наслаждаться полностью, своей работой. Вот мое рабочее место. Занимаю левое кресло командира экипажа. Рейсы практически каждый день. Управлял и обычными, и модифицированными вертолетами Ми-8. Более 2000 часов в качестве командира. В общей сложности около 150 дней непрерывного полета. Не обходилось и без курьезов. В Батагае был случай отказ приборов навигационных. У нас дублируется, видите, вот авиагоризонт, вот второй авиагоризонт. Если ты не видишь, глаза тебе закрыть, вот сидишь в коробке, ты же не знаешь, в каком положении ты находишься. Вот указывают. По дублирующим приборам пришлось возврат на аэродром делать. Этот ангар начал свою работу осенью прошлого года. Здесь техническое обслуживание проходят и вертолеты, и самолеты. Площадь помещения достаточно большая, чтобы не демонтировать ни лопасти, ни крылья. В месяц здесь обслуживают до 10 машин. Вот даже сейчас у нас молодые приходят, сразу в ангаре тепло, светло и вроде как. Стараемся внедрять новые методы, как на Западе, там в цехах музыка, мы тоже иногда применяем.
Федор пришел в цех, когда ему было лишь 19 лет. С тех пор работает на одном предприятии. Застал те времена, когда воздушное судно приходилось обслуживать на улице круглый год. Зимы намного суровые были, и температура там за 50-56 была по 1,5 месяца. И делалось все на улице, на морозе. Особенно на оператив в иных точках, там же ничего нет. В прошлом году перевозчики Якутии доставили около 1,5 миллиона пассажиров. Более 120 тысяч из них – авиакомпании «Полярные авиалинии». Гражданская авиация всегда была и будет важным элементом единой транспортной системы России. Благодаря слаженной работе большой команды специалистов в небо Якутии ежедневно поднимаются десятки самолетов и вертолетов. Поздравляю всех с Днем гражданской авиации России. Хороших полетов, мягких посадок. Счастья, думаю. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутия день за днем. Съемки видеоролика о необычном преподавателе из Хангаласского района вызвали настоящий ажиотаж. Все дело в главном герое фильма. Им стал известный в Покровске преподаватель, активист и просто интересный человек Марк Бабатунде. О том, какими путями судьба привела урожденного нигерийца в северный регион, расскажет Анастасия Данилова. Покровск – город маленький, но очень-очень гостеприимный. Здесь среди заснеженных простор живет интернациональная семья Бабатунде. Глава семейства Марк родом из Нигерии, но переехал он сюда не из жаркой Африки, а из соседнего Китая. Марк Бабатунде работает учителем китайского языка в Хангаласском районе уже 4-й год. Он женат на местной жительнице Наталье. За прожитые на вечной мерзлоте годы пришел к единственному выводу – разницы с родиной, кроме климатической, нет. У нас традиция, по идее, похуже. Да? У нас тоже Новый год, Рождество. Просто иногда я, как говорит, то просто я африканские блюда сделаю, что они понимают, похоже на якутские, то тоже мясо вот так, рыба вот так, что делают, что они понимают. И они очень люблю. Больше ничего нету особенного, который якутский или Нигерия, нет. Со своей супругой Марк познакомился еще 15 лет назад во время учебы в Китае. Долгое время после судьбоносной встречи семья проживала именно там. Познакомились мы с ним в городе Дацини, там вместе учились в одном институте. И познакомила нас наша общая, не общая, моя подруга. Но просто у нее был друг, получается, тоже Марка, земляк. И вот так, получается, мы с ним познакомились. Путь к счастливому настоящему не был легок, напротив, он был тернист. Но теперь, пройдя все трудности, они живут большой, дружной семьей. Когда они в Китае жили, мы хотели его пригласить, но что-то визу не давали. Сказали, пусть там в Нигерии своей получает визу. И пришлось ему в Нигерию поехать. У Марка и Натальи 3 ребенка. 2 родились в Китае, а самая младшая здесь, в Покровском роддоме. Старшая Энджел признается, что ей тянет на родину отца. Хочу поехать туда, посмотреть родственников, познакомиться. Я разговаривала в детстве по-китайски, потом приехала сюда и только на русском разговаривала. А между собой супруги разговаривают по-английски. Помимо русского, китайского и английского, Марк изучает еще и родной язык супруги. Говорит, помогает в работе. Фраза, да? Сахали билебит, да. Менцахабыда, бар, акель, аларун, тур. Вот это такое слова понял, какой детей, которые школа. Чуть-чуть понимает, да? Сейчас пойдем на работу, 3-я школа, город Покровск. В школу Марк устроился сразу по приезду. В основном преподает китайский, параллельно готовит старшеклассников к ЕГЭ по английскому. Дети отреагировали, конечно, очень воодушевленно, так как Марк имеет, сам по себе он любит очень детей. Это отражается, дети они чувствуют, как к ним относится человек. Марк действительно находит свое призвание в преподавании. Контакт с детьми удается наладить сразу. Марк очень здорово преподает, он хорошо доносит информацию. Его уроки, они по-настоящему интересны, потому что он хорошо именно взаимодействует со своими учениками. Мы понимаем его, он понимает нас. Он общается с нами как с друзьями. Марк очень веселый человек, и
с ним очень легко. В Покровске Марк придерживается активной жизненной позиции, участвует в различных конкурсах и даже занимает призовые места. Так оказалось, что Марк не только примерный семьянин, замечательный педагог, но и отличный певец. В городском конкурсе он представил сольную песню, которая очень понравилась горожанам, и с успехом выступает на всех мероприятиях. В ближайших планах у семьи Бабатунде сменить снежные просторы Якутии на тропические леса и саванны Нигерии. Анастасия Данилова, Григорий Охлопков. День за днем. Впервые в кинотеатре экранизация народной якутской сказки. В марте на большие экраны Якутии выйдет фильм для всей семьи «Бэйбэри Кен». Картина Константина Тимофеева снята в жанре фэнтези по мотивам известной якутской сказки о старушке с 5 коровами. Лента о настоящей чистой любви, о способности преодолевать жизненные трудности. Более подробно расскажет Саргалана Федорова. Любимая многими с детства сказка «На новый лад». Помимо канонической истории о чистой любви, зрители ждут новые интересные персонажи и сюжетные линии. Добрая сказка превратилась в не менее доброе кино. В нем нашлось место и для юмора. И даже злодеи здесь вызывают улыбку. Фильм доказывает, экранизации достойны не только всемирно известные сказки. У этой сказки нету аналогов у других народов, я так считаю. И сюжет очень красивый, и говорят, эта сказка была раньше Олонхо. Однажды очень уважаемый мной человек, Мандар Ус, он сказал такую вещь. Мы не должны искажать то, что пришло от наших предков. Мы должны, как хрустальную вазу, очень аккуратно взять в руки и передать следующему поколению. Съемки прошли прошлым летом в Усть-Алданском улусе. В картине задействованы артисты театра и кино, профессиональные танцоры и детишки из близлежащих сел. Роль дочери старушки Бэйбэри Кен исполняет актриса театра Аланхо Ольга Дорофеева. Для молодой актрисы самая любимая в детстве сказка неожиданно стала былью. В детстве мне часто рассказывала эту сказку моя бабушка. И когда она рассказывала, я воображала, что внучка Бэйбэри Кен это я. Она нежная, хрупкая, как сама цветочек. От себя я добавила чуть немножко твердости и достоинства. Ее возлюбленного сыграл коллега по театру, молодой актер Владимир Михалев, за которым уже закрепилась амплуа отважного героя. Раньше я в студенчестве играл тоже такие роли, типа Ромео и Джульетта. Вот этот парень, Харджит Перкин, тоже как Ромео получился. Ну а самую главную роль бабушки Бэйбэри Кен блистательно воплотила заслуженная артистка республики Зоя Попова. Режиссер Константин Тимофеев старался, и чтобы природа была красивая, и костюм был красивый, и артисты были красивые. Мы даже сами не знаем, с волнением ждем. Костюмы действительно стали изюминкой фильма. Автор уникальных нарядов – дизайнер Анжелика Кириллина. Невозможно не обратить внимание на наряды в стиле бохо. Эти современные костюмы напоминают реальные наряды из прошлых лет. Например, это костюм бабушки Бэйбэри Кен. Платье холода сделали многослойным, а якутский жилет хагычик стилизован в виде накидки свободного кроя. Экранизация якутской сказки – это не только приобщение к культуре и традициям народа Саха, она также помогает увековечить и сохранить это творческое наследие. Создатели фильма отмечают, сегодня развитие именно детского кино нуждается в особом внимании. Мы и в будущем хотим экранизировать якутские сказки. Наши сказки они не тронуты. Это кладезь, это настоящие это кладезь самоцветов. Помимо того, есть еще очень интересные юкагирские сказки, эвенские сказки с очень красивыми сюжетами. Их тоже можно было бы экранизировать. Увидеть и оценить масштабную картину о легендарной старушке Бэйбэри Кен можно будет с 21 марта. Фильм обещает стать интересным как для детей, так и для взрослых. Саргалана Федорова, Григорий Григорьев, Якутск.
Вот такими событиями мы запомним минувшую неделю. Телеканал «Якутия-24» продолжит следить за всеми событиями в республике, за ее пределами. О главных узнаете из выпусков новостей в прямом эфире на нашем канале, а о самых главных узнаете в субботу в эфире итоговой программы «Якутия. День за днем». Меня зовут Павел Танин, я с вами прощаюсь. Доброго вам вечера, хороших выходных и до встречи.